Всем привет! С вами адвокат Таир Насханов. Сегодня мы поговорим о кредитных долгах. Тема эта наболевшая. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал. Очень много вопросов возникает по поводу кредитов. Нужно иметь в виду, что есть разные пути выхода из кредитной кабалы. Сегодня мы поговорим о нескольких из них. Каждый случай с заемщиком, который имеет просроченную задолженность, рассматривается кредитором в индивидуальном порядке. Заемщика могут попросить подготовить дополнительные документы. Это, например, трудовой договор или документы, подтверждающие статус безработного. Вам могут продлить кредит. В этом случае вы вносите небольшую сумму, оплачивая пролонгацию, и получаете возможность выплатить кредит позже. Если кредит крупный, вам могут пойти навстречу и предоставить кредитные каникулы. Это период, когда вам не нужно будет выплачивать кредит, чтобы вы смогли привести в порядок свои финансовые дела. Стоит иметь в виду, что кредитные каникулы рано или поздно закончатся, поэтому нужно подготовиться к выплате долга по их завершению. Следующий путь – это рефинансирование. Вам дадут возможность выплачивать меньшие суммы дольше по времени. Недостатком такого метода является то, что в результате вы заплатите больше. Продажа залогового имущества. Если выплачивать кредит действительно нечем, но он залоговый, тогда залоговое имущество продается, за исключением того случая, когда 90% ипотеки или автокредита было выплачено. Продажа имущества для погашения долга. Если кредит беззалоговый, тогда оговаривается, какое имущество заемщика нужно продавать в счет уплаты долга. Ответственность поручителя. Если кредит взят с поручительством физического или юридического лица, но заемщик не может его выплатить, ответственность за выплату обязательств полностью переходит на поручителя. Таковы вкратце варианты временного решения проблемы с кредитами. Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить. С вами был адвокат Таир Насханов. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал.